Координационный совет по предпринимательству при главе города Якутска подвел итоги за 2017 год. В Якутске сейчас действует 2243 малых предприятия, где численность работников составляет порядка 20 тысяч человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число малых предприятий увеличилось почти на четверть. Мои коллеги-предприниматели достаточно активно ведут работу на площадке Координационного совета, ну и не только, вообще в жизни, занимают такую активную жизненную позицию. Поэтому я уже говорил сегодня на пресс-конференции, и я в этом уверен, что все-таки Координационный совет по предпринимательству при главе городского округа города Якутска это является одним из самых активных органов из общественных организаций. Повторюсь, я не говорю, что он лучший. Я говорю о том, что это одна из активнейших площадок, где предприниматели могут, скажем так, свои пожелания или свои предложения вносить. Журналисты интересовались, будут ли включены в состав Координационного совета предприниматели, работающие в сфере жилищно-коммунального хозяйства, такие как управляющие компании. Что действительно на сегодняшний день в Координационном совете, по крайней мере, вот на сегодняшнюю минуту отсутствуют, скажем так, представители, наверное, все-таки вообще отрасли, ЖКХ. На сегодняшний день тоже можно констатировать, что у нас представителей от IT-предпринимательства, нету, определенные, скажем так, союзы, чтобы представлять свои интересы, пока не сформировались. Потому что, наверное, ЖКХ это вот достаточно недавно начали вот так вот заниматься активно, Второй момент. Я не уверен, что Координационный совет должен затягивать силком предпринимателей в состав Координационного совета. Во время встречи также были затронуты вопросы об отношении Координационного совета к конкуренции между местными таксистами и крупными агрегаторами, а также о возможном увеличении налоговой нагрузки на предпринимателей в связи с предстоящим повышением МРОТ. Если наконец-то таксисты созрели, что они хотят выразить свое мнение и предоставить своих представителей власти органов, пожалуйста, никто насильно в рыночных отношениях сзади толкать, спереди тянуть кого-то предпринимателя, чтобы он оставил свои интересы в общественных организациях, особенно в общественной организации. Когда ты отвечаешь не только за дело или своих сотрудников, но и за отрасль, в котором ты работаешь, это очень разные вещи. Второе. Мы уже лет 5, по-моему, одно и то же твердим во всех уровнях органов власти, начиная от Генеральной прокуратуры, кончая Совета Федерации, что государственные гарантии с тем, что хоть год, согласно которой действительно 52 рабочих дня это отпуск, оплата проезда туда-обратно с членом семьи это тоже, поэтому оплата всех остальных благ, районных коэффициентов, все остальное, северных надбав. Это именно государственные гарантии Советского Союза, переложенные в рыночных отношениях на плечи предпринимателей. Соответственно, естественно, даже господин сенатор Ахимов поднимает вопрос, что все это должно субсидироваться федеральными средствами конкретно. С 2018 года микрозаймы субъектам малого и среднего предпринимательства будут выделяться через Фонд развития городского округа город Якутск, созданный на базе микрокредитной компании Фонд поддержки агропромышленного комплекса городского округа город Якутск. Для поддержки предпринимателей уставной капитал фонда был существенно увеличен и составил 33 миллиона рублей. Предпринимателем становится, когда он на свой страх и риск начинает заниматься как управление экономической деятельностью. Он не должен ждать именно подать субсидии от государства в тех направлениях, где он себя чувствует действительно хозяином. Соответственно, я считаю, что политика нашего мэрии в этой части работы очень правильная. Я член Координационного совета при главе республики, и у меня есть возможность сравнивать, как там работает и как здесь работает. Это две разные ступеньки разных повышений. Подводя итоги встречи, Сергей Черных отметил, что опыт Координационного совета по предпринимательству при главе города Якутска востребован по всей республике. 5 членов совета входят в состав Координационного совета по предпринимательству при главе республики Саха-Якутия. Активно ведется обмен опытом с другими регионами Российской Федерации. Каждый третий вторник каждого месяца в Большом зале мэрии мы проводим заседания. Заседания открыты. Каждый желающий, в том числе и работники СМИ, могут участвовать в этих заседаниях, вносить свои предложения.
Состоялось расширенное заседание Координационного совета по предпринимательству при главе городского округа город Якутск совместно с представителями Федеральной налоговой службы и Департамента ветеринарии. Что касается нововведений, с которыми столкнутся предприниматели с 1 июля. Все представители розничной торговли и общепита обязаны применять онлайн-кассы, но освободили от этого труднодоступные районы и поселения. Так как наша республика большая, у нас 90% районов считаются таковыми. Если говорить уж совсем конкретно, от использования касс онлайн освобождены все предприниматели, кроме тех, кто работает в Якутске, Нерингре, Мирном, Вилюйске, Ленске, Алдане, Удачной и в поселке Айхал. С 1 июля 2018 года обязанность применения контрольно-кассовой техники возникает для организаций индивидуальных предпринимателей, у которых заключен договор с работниками, а также которые осуществляют услуги общественного питания. Второй момент. Организации на ИНВД, осуществляющие деятельность по розничной торговле и по услуге общественного питания. Индивидуальные предприниматели на ИНВД и патентной системе налогообложения, у которых заключен договор с наемными работниками, а также оказывающие услуги населению и реализующие товары в розницу. Также с 1 июля 2018 года на обязательное применение контрольно-кассовой техники переходят организации, занимающиеся вейдингом, а также индивидуальные предприниматели, занимающиеся вейдингом, у которых есть наемные работники. Также с 1 июля будет расширен перечень продуктов питания, которые в обязательном порядке проходят через информационную систему «Меркурий». «Меркурий» – это федеральная государственная информационная система, предназначена для электронной сертификации поднадзорных Госветнадзору грузов, отслеживания пути их перемещения в целях создания единой информационной среды для ветеринарии, повышения биологической и пищевой безопасности. С 1 июля 2018 года перечень полностью расширен. Необходимо будет оформлять ветеринарно-сопроводительное в электронной форме на такие продукты, как это сгущенное молоко, например, прошедшее термическую обработку, да, йогурты, мороженое. То есть вся продукция, которая изготовлена из сырья животного происхождения, то она обязательно подлежит ветеринарной сертификации. У нас в республике одна особенность. У нас с датчиками сырого молока являются физические лица. Это для промышленной переработки. Да, вот все датчики молока, которые будут сдавать молоко, они должны быть зарегистрированы в данной системе «Меркурий». То есть они должны работать в данной системе. У нас региональный государственный ветеринарный надзор, и мы будем принимать административные меры согласно статье 10.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Но тут делится от физических лиц до индивидуальных предпринимателей до 300-500 тысяч. Предприниматели ждет много изменений и нововведений в 2018 году. Будут они играть в пользу бизнесу или наоборот, станут кабалой, можно будет судить только лишь к концу года. Координационный совет предпринимателей при главе городского округа город Якутск готов пойти на помощь тем, кто не успевает идти в ногу за изменениями в законе.